Добрый вечер, дорогие телезрители. Среда, 19:30. Вы включаете свои телевизионные приемники, попадаете на каналы национального телевидения и натыкаетесь на программу «Не пропусти главное». С вами я, Дмитрий Аргунов, и тема на сегодня – патриотизм и поисковое движение. Ни для кого не секрет, что тема патриотизма, особенно среди подрастающего поколения, очень активно начинает будироваться накануне Дня Победы. Не превращается ли это движение в некое для галочки, формализм какой-нибудь? И об этом и не только мы сегодня поговорим с нашей многочисленной и, надеюсь, компетентной аудиторией. Мы начинаем. Хорошо, что есть старые знакомые, которые, надеюсь, поддержат и, в принципе, мои опасения разделяют. Вот опасения мои таковы. Давайте мы начнем с Жатайской школы. Да, я очень люблю поселок Жатай, поскольку там и по ряду причин, скажем так. Да. У вас есть какая-то очень важная информация, которая выбивается, может быть, из ряда той информации, которая вот накануне Дня Победы. Да, у нас есть такая информация. Дело в том, что в наш поселок пришло письмо из Волгоградской области. К нам обращается поисковый отряд. Значит, обращение заключается в том, что мы должны помочь в поиске имени, фамилии погибшего солдата. Дело в том, что поисковики нашли останки солдат. В этих вещах есть гильза, в которой указано имя и отчество Иван Иванович. Есть еще поселок Житай, город Якутск, и буква Ю, и больше ничего. К нам обратились с просьбой, чтобы мы установили список бойцов, призванных из поселка Житай. Но, к сожалению, такого списка нет. В годы Великой Отечественной войны был общий список, и не указано, откуда солдат был призван, из какого поселка, из какого населенного пункта. И мы, наша школа, ученики, ребята, сейчас мы хотим найти этого солдата, попытаться хотя бы это сделать. Вот у Кати есть такая маленькая вот информация, вот посмотрите, пожалуйста, это фрагмент вот этой записки, именной записки, в которой можно увидеть, рассмотреть вот это имя и фамилию, имя и отчество, извините. Ну вот мы хотим обратиться к жителям города Якутска, близлежащих поселков. Может быть, кто-то может сообщить какую-то информацию о человеке с именем Иван Иванович, призванным из города Якутска. Мы будем рады любой информации, примем к сведению и отправим ее поисковикам. Евгения Анатольевна, спасибо за информацию. В принципе, я знаю, что вы давно и плотно занимаетесь надлежащим, я бы сказал, воспитанием подрастающего поколения. Девочки, насколько я вижу, они не против. Вообще, дайте оценку, вот как поколение то, которое, возможно, многие даже дедов не помнят, да, которые воевали, относится к той памяти. Ну, я хочу сказать, что дети относятся достаточно, они проникновенно относятся к этой памяти, они принимают участие в поиске погибших, поиске какой-то информации, утерянной информации. Но вот я хотела бы в данном случае сказать о том, что вот сейчас сидят дети, которые принимают участие в этом поиске. Ну, конечно, основная наша задача привлечь не только единицы какие-то, да, а большее количество ребят. И вот у нас в прошлом году, но я думаю, что это не только у нас, во всех школах, во многих школах происходила поисковая работа. Девочка, это не потому, что учителя требуют? Или... Нет, это правда вот наша как-то вот деятельность, которой вот мы действительно и гордимся, и хотим вот узнать саму историю, потому что действительно, когда хочешь узнать и спрашиваешь, а информации нету, а хочется, и поэтому мы идем и ищем как бы информацию сами. И то есть это действительно интересно, когда ты, допустим, берешь интервью у тех же самых дедушек, которые или были на самой войне, вот у нас уже осталось их единицы, и когда ты слушаешь именно саму историю этого человека, который это все видел, и действительно откладывается в памяти, и ты понимаешь, насколько это было важно, и насколько это важно помнить сейчас, в наше время. Есть что добавить? Нет. Да нет, наверное, да? Коллега Ну, я хотела бы сказать, что немножко волнуется Катерина, но... Да ничего страшного. Да. Сидим, разговариваем, нормальных вещах. Ну вот да? расскажи, Катя, о том, как мы сейчас... Нет, давайте вот эту без... расскажи, Катя, да, Евгений Анатольевич. При всем уважении. Коллеги, давайте тлеет бумага, да, в солдатских медальонах, тлеют те малочисленные документы, которые остаются с той войны, да?
Вот ветеранов, как Евгения Анатольевна говорит, остается все меньше и меньше. Вот какой будет память, когда все ветераны? Ведь рано или поздно наступит то время. Согласны? Ветераны Великой Отечественной войны уходят, к сожалению. Время безжалостно. В настоящее время, вот уже девочки выступили, сказали, допустим, у нас по республике, да, ну, объединение «Отважный», представитель Тимур, вот, он когда был так, чуть старше вас или помладше вас, ходили в поисковые именно здесь, по розыску с пропавших без вести самолетов, которые перегоняли на фронт. Время прошло, сейчас занимаемся. Вот, допустим, у меня на руках находится список безвозвратных потерь 283-го стрелкового полка дивизии, где указаны наши погибшие якутяне. Причем, ну, просматривайте списки, первый наш, кто погиб в этом полку под Москвой, был Салайхи. То есть он уже 28 декабря 1941 года. 41-42. По этим спискам можно отследить, когда были наиболее такие, ну, жесткие бои, где участвовали наши воины-якутяне. Якутяне, к сожалению, до сих пор судьба очень многих неизвестна. Захоронения неизвестные, где находятся. Поэтому эту работу и проводит молодежь. У нас поисковое объединение «Отважно» занимается этим 30 лет. 30 лет ребята по крупицам собирали историю авиаперегонки. Теперь по крупицам собираем историю Московской битвы. Завтра состоится открытие выставки у нас «Якутяне в неизвестной войне». Ну, вроде прошло 20 лет всего, как закончилась практически первая чеченская кампания. То, что было 20 лет назад, многие забыли. Здесь 324-й мотострелковый полк сформирован из воинов-дальневосточников, где 40% личного состава были наши. Ребята, 14 человек из них погибло, многие ранены, контужены. Вот завтра состоится открытие этой выставки еще. Вот коротко. Тоже повод. Тоже Прийти, забытые. посмотреть, да. Может, не знаю, удивиться может чему-то, да? Ну, смотри, Сергей Григорьевич, и при этом, да, и руководство страны, да, и, ну, не премину воспользоваться, скажем так, случаем, чтобы вспомнить ту фотографию, на которой ты с главой республики изображен, да, и руководство региона, да, оно прилагает достаточно большие, можно сказать, подталкивает, может, что ли, в данном направлении, повышение. Скажи, что поддержка для патриотических каких-то начинаний, движений, она оказывается, ну, повсеместная и самое главное, да, поддержка снизу, наверное. Поддержка и снизу, и сверху идет. Указом президента 2013 года Егора Афанасьевича организован центр поисковых отрядов, который базируется у нас в региональном отделении ДСААФ. Вот результаты работы этого центра уже можно посмотреть. Меня что поразило, когда в Туле в феврале месяце открыли вахту памяти, в Туле всего 28 поисковых объединений. У нас отчитались, что у нас в республике 218. Ну, немножко разница есть. Или все-таки мощное поисковое объединение, или поисковое объединение, которое насчитывает 2, 3, 4, 5 человек. В принципе, наша республика может похвастаться, скажем так, достаточно большим наработанным активом, который в данном направлении наработан. Да? Тимур? Ну, поисковое движение «Отважный», как Сергей Георгиевич уже упомянул, около 30 лет занимается поиском и перезахоронением остатков самолетов, которые терпели крушение во время Великой Отечественной войны по маршруту Аляска-Сибирь. Это были ленд-лизовские самолеты, которые перегонялись через территорию города Якутска. И не все самолеты долетали до точки своего дислоцирования. Также гибли сами летчики. И вот деятельность нашего объединения «Отважный» заключается в том, чтобы найти все разбившиеся самолеты, и если в них оказались члены экипажа, то есть которые еще не погребены, то их, соответственно, перезахоронить. Еще раз мы вернемся к конкретно поисковой деятельности. Да, это одна из составляющих частей того вот движения патриотического, которое, несомненно, должно нарастать, тем более, что предусмотрены достаточно
нормальные, скажем так, средства на уровне уже руководства страны, которые конкретно на детский патриотизм направлены. Да? На детский патриотизм, который еще в школах воспитывается и так далее. И так далее. Я вот помню, ну, свое советское детство. Да, там было куча фильмов, там «Отряд Трясогузки сражается», ну, что-то там такое, «Я Хортица», да, и так далее, и так далее. То есть эфир, насколько он бы ограничен не был, он был заполнен, ну, патриотической, скажем так, продукцией. Сейчас, ну, не знаю, что там патриотического можно найти. «Капитан Америка», что ли? Ну, я считаю, то, что современная культура российская, она достаточно отображает полностью патриотизм. То есть не обязательно нужно... Я считаю так. Это лично мое мнение. Пример. Примеры достаточно неплохие были. Вот спектакль вот сейчас в Русском театре, это «Два берега одной победы». Как раз таки вот отображает полностью вот эти все ленд-лизовские самолеты, весь драматизм, драматизм перелетов, драматизм взаимоотношений между странами. Потому что хоть США и СССР были в свое время союзниками, но в те времена достаточно была напряженность именно в взаимоотношениях людей. И как раз таки вот этот вот спектакль «Два берега одной победы», который идет в Русском театре, я считаю, он полностью отображает патриотизм. Многие на него ходят, и горожане, гости республики. И считаю то, что все-таки действительно патриотизм, он в культурном плане подпитывается чем-то. Ну, фильмы тоже пошли в последнее время такие достаточно неплохие, которые посвящены именно батальной части нашей истории, которые посвящены Великой Отечественной войне конкретно. Да? Хорошо, прежде чем, скажем так, уйти на рекламную паузу, я бы все-таки хотел, чтобы во время нее вы задумались. Вот идут какие-то движения, да? Или это демонстрация трудящихся, или что-нибудь типа такого. Но молодое поколение, оно как самое массовое, оно всегда впереди, оно как заслон, некий щит и так далее. Да? И то же самое во время вот этих патриотических акций, к которым я с очень большим уважением на самом деле отношусь, они позволяют, может быть, поднять чувство вот патриотизма. Это и движение «Бессмертный полк», это и «Свеча памяти». Да? Но у меня все-таки не покидает ощущение того, что это всего лишь форма, да, что содержание оно может в какой-то мере не соответствовать. Ну, заставили, позвали, должен был, да, и так далее. А так, чтобы, ну, конечно, очень многие горожане идут, сами печатают фотографии своих предков, которые воевали. Давайте мы прервемся на рекламную паузу и вернемся к этой непростому разговору. Хорошо? Мы продолжаем программу «Не пропусти главное». Сегодня у нас тема патриотизма и поисковое движение. На самом деле, конечно, я не в полной мере, не совсем искренне считаю, что указанные те движения, которые я указал до рекламной паузы, и тут во время нашего перерыва меня, конечно, гневно очень опровергли. Как вы смеете покушаться и на «Бессмертный полк», и на «Свечу памяти» и так далее. То есть это отнюдь не те. Продолжайте. Дело в том, что «Свеча памяти», допустим, да, если бы ребята не желали, их ничем не заставишь туда пойти. Это поздно, ночью, холодно бывает. Они же идут добровольно, их никто не заставляет. Допустим, мои специально приходят ко мне, заранее говорят, я, извиняюсь, не представилась, промышленный техникум, заместитель по учебно-воспитательной работе. Они приходят и говорят, а нас автобусом вывезите на ночь, именно на эту церемонию. Но у них, значит, что-то же есть в голове, о чем-то не думают, во-первых. Во-вторых, вот у меня в учебном заведении почти 90% это представители улусов. И вот они все привезли, зимой еще привезли фотографии своих дедушек. Не все, но сознательные люди. И вот сегодня студенческое самоуправление занималось тем, что оформляло стенд в техникуме. И 9 мая говорит, мы пойдем. То есть с моим достаточно провокационным утверждением, что это для галочки, про формы ради только вы? Нет. Абсолютно. Нет, это не для галочки, это да, не вот для как вот вы именно. думаете, это если для галочки, то нынешнее поколение, наша молодежь, сейчас она вышла на новый уровень и пытается показать достойно себя о том, что это мы делаем не для галочки, а лично для себя. Потому что сейчас вот этот патриотизм для нашей молодежи, она является какой-то целью для них. Вот. Цель там понять, как воевали их деды, как проживали во время войны, чем голодали,
они это пытаются пережить, это как-то понять, и поэтому они выходят на эти акции. Свеча памяти, бессмертный полк. Бессмертный полк у нас, например, 9 мая проходит в городе Якутске, да. Ну, а также некоторые люди есть студенты, те, которые не смогут выйти на эту акцию, и поэтому в образовательных организациях, в каждой образовательной организации, а их у нас по республике 32, вот, и в каждом учебном заведении висит бессмертный полк, стенд специальный, который делают студенты сами от себя и лично вот достойно, вот, вложая все силы, вот, свои задумки, как оформить, каждую для мелочей. Даже есть студенты, которые действительно считают нужда для этого, и даже в чем это георгиевская лента, да, какие понятия есть, как он должен выглядеть. Они это все в интернете смотрят, прочитывают, значит, у них есть свой потенциал быть патриотом нашей республики. Коллеги, это не галочка. Я думаю, что и не только, вот как вы говорили перед началом эфира, может это ради галочки вот выгоняется вся молодежь на всякие акции. Нет. Просто сейчас в системе профессионального образования Республики Саха-Якутия каждое учебное заведение составляет свои планы работы на год. То есть это мы не проводим мероприятия, которые частично вот в мае месяце проводится. Это у нас проходит в течение 1 года. Это уроки, кураторские часы тематичные, также всякие различные концерты, различные акции, открываются различные военно-патриотические клубы. На данный момент у нас очень хорошо работает военно-патриотический клуб в Якутском индустриальном педагогическом колледже, Якутском в колледже технологии и дизайна открыт вот, патриотический клуб военный для юношей. Ну и не только юноши, но и девушки юные. То есть вы говорите, что это часть большого воспитательного процесса? Да. Большого воспитательного процесса. Но не только воспитательная, система. Вот, потому что, да, если, ну вот как вы говорите, система, ну есть студенты, которые вот прямо вот патриоты своей родины, которые действительно относятся это к реальному. Вот. А вот, товарищи люди старшего поколения, а как вот эта система, которая выстраивается, да, патриотического воспитания, она может ли конкурировать с советской системой, которая была, ну, но она, скажем, не то, что конкурировать. Нет, они не могут между собой конкурировать, а у них какой-то свой взгляд, современный. И вот я, как работаю с молодежью, я порой даже затрудняюсь их понимать. Вот далеко не надо ходить. На прошлой неделе у нас была встреча с казачьим полком. Козырь приходил, все его, и Саулы там были. Вот. И вы представляете, ребята сами, улусные ребята, пацаны, якуты, которые, казалось бы, что они знают об этом. Они записались в полк, и вот 1 мая они стояли, дежурили. Церкви, на этих вот на площадях. Теперь многие, они репетируют к 9 мая, например. Вот откуда это что? Я им не говорила, идите туда. Ну, понятное дело, но я бы не стал связывать посещение церкви и уровень патриотизма. Хотя, да, может, есть можно, да, потому что я хочу хотел отметить, что... дополнить по именно поисковому движению. Вот, допустим, поисковое движение – это поиск в тайге, комаров кормить, ходишь в болоте. Это романтика? Это не романтика. Для девушек. Девушки тоже участвуют в этом. Это идея. То есть никакой системности. Если, допустим, какой-нибудь приходит оленевод, охотник, либо еще кто-то, и говорит, слушай, вот там где-то в Титарах, в болоте, там что-то видели, какие-то парашютные стропы или еще что-то в этом роде. И никакого плана нет, никакой нет системы. Все вот эти идейные по одной команде, вот свистнул один раз, девчонки, мальчишки, 16 лет, 12 лет, неважно, они собираются, Тимур Асимович, Сергей Георгиевич, дайте нам что-нибудь там. А что вам дать? Поехали. Что вам дать-то? Ну какой-нибудь ГАЗ-66, мы сами даже готовы заправить его. И все, мы заправляем его и едем в Синск на лодке, кормя комаров и все это. Это идея. Это идея, не романтика. Это не романтика. Я бы хотела... Да, конечно, давайте без «можно». Поисковое движение среди школьников, которые представляет Министерство образования, да, включает 199 отрядов, которые, конечно, к 70-летию Победы количество увеличилось, как вы сказали, да, может быть, от юбилея к юбилею, но дети работают в поисковых отрядах, например. Мы запустили проект «Святые Матери Победы». Этот проект сложнее тем, что надо найти матерей солдат, которые
участвовали и погибли. В прошлом году наши школьники нашли 158 матерей, у которых ушли сыновья и не вернулись с фронта. Очень хорошо работали Вильнюсский улус, Нюрбинский, Ленский. Вот эта география говорит о том, что с Ленского, Салданского, Салюкминского, с этих улусов ушло очень много солдат. Мигино-Кангаласский. У них звездная эстафета есть. И они прошли по всем маршрутам матерей, которые потеряли 1, 2, 3, 4, даже 7 сыновей. Вот это, ребят, очень это затянуло, и мы решили продолжить этот проект. Открыли сайт «Майянская СОЖ», галерея матерей Победы. И там вы можете зайти и посмотреть про этот наш проект. Поэтому я думаю, что дети преодолевали несколько километров, доезжали с Мегино-Кангаласского улуса до Вильнюсского, до Нюрбинского, до Сунтарского улуса, объезжали все улусы и находили по архивным, по музеям ходили. И ребята учились работать в национальном архиве, то есть копаться. Наша республика чем отличается от других регионов? Я была в 2013 году в Ржеве, в Ахте памяти. Там конкретно чисто поисковые. Да, они работают, копают землю. А наша особенность нашего региона заключается именно в работе, в умении работать в архивах. Да, и ходить по домам. Сейчас, если мы не найдем вот историю этих матерей, да, кто найдет? Поэтому дети чувствуют свою ответственность. Да. Это замечательно. На самом деле, да, если сгинут вот эти вот документы, свидетельства, то время-то буквально лет через 5-6 уже будет поздно. Поэтому мы решили продолжить этот проект «Святые Матери Победы». Отличный подход. Евгений Анатольевич, вы еще хотели добавить? Я хотела сказать о том, что память все-таки уходит от нас потихоньку. Почему? Теряются документы, теряются фотоматериалы, и порой фотографии, они буквально вот такие маленькие совершенно остаются участников Великой Отечественной войны, это наши прадеды. И, в общем-то, люди, конечно, стараются сохранить, но не все получается. Вот я хочу сказать о том, что вот наш бессмертный полк в нашей школе, я бы хотела, чтобы больше приняли участие в бессмертном полку, но, к сожалению, это невозможно, потому что люди утеряли уже свои фотографии. Они говорят, наш был, наш воевал, он участвовал, но у нас нет документов о нем. И вот это уже очень... Вот это становится, да, проблемой. Да, век цифровых каких-то технологий. Знаете, ну, люди как относятся? Ну, какие-то бумажные фотографии там и так далее. Они же могут слегка, скажем так, небрежно отнестись. Ну, даже по описанию есть студенты, которые вот даже не видели своих баб, дед, они просто вот подходят к художнику, вот, если реальный художник вот умеет рисовать, подходит к этому художнику, ему рассказывают, какой там фасон лица, ну, как ему рассказали мамы там, потому что в те года, вот, когда была Великая Отечественная, там никого уже не фотографировало, не было фотоаппаратов, чтобы ходить там фотографировать, да, каждого. И поэтому вот есть студент у нас один, да, который пришел к одному художнику. Это когда мы летали еще в командировку со студентами. Пришел к художнику, и ему вот четко, ясно вот рассказал, у меня дед такой-то был, лицо, такие глаза, такие брови. Ему вот нарисовали, и сейчас вот этот, у него есть только этот портрет, и все. Вот, то есть, если даже по описанию рассказать художнику, то он нарисует, ну, не 100% копию, но все равно что-то похожее какую-то сделает рисунок. Вот, я думаю, что если даже, несмотря на новый век, да, всякие там цифровые наши, то и карандаш спасет. Конечно, карандаш и скотч везде выручит. Да. Я здесь вот еще немножко хочу остановиться, да. У нас с 26-го года по 40-й год в республике действовала Якутская национальная военная школа, которая подготовила порядка 800 сержантов, офицеров. Практически все они приняли участие в боевых действиях. Многие из них полегли. Кто что-то может сказать про эту школу? Никто. Это первые профессиональные военные нашей республики. В настоящее время региональное отделение собирает, то есть у нас собраны фотодокументы, документы родственников. Мы пробуем собрать, сделать музейную экспозицию, именно посвященную этой школе. Собирают эти материалы подростки. Вот Тимур Алимович правильно сказал.
когда уходят в экспедицию уходят добровольно, но высота 2500 метров над уровнем моря, подняться наверх, провести раскопки и оттуда вынести все на себе до ближайшего, ну это, если туристический поход сравнивать, 3-я, 4-я категория сложности. И эти походы проводят подростки. Вот это и есть патриотизм. Ну, у патриотизма на самом деле много очень обликов, много воплощений. И еще раз, очередная рекламная пауза перебивает наш разговор. Мы продолжим его буквально через несколько минут, сразу после рекламы на канале НВК Саха. И наши разговоры по душам продолжаются во время рекламной паузы, которая неизбежна, как День Победы наступает. Да, Владимир Сафонов, звездный ваш час. Да. Так, меня зовут Сафонов Владимир. У меня есть прадед, который пошел воевать в июле 1942 года в Воронеже. Там он был артиллеристом-связистом. После этого его отправили в Курск, где он, получается... извиняюсь. Так, получается, он отправили его в Курган, чтобы обучить его на танкиста. После этого его, как называется, он обучался 6 месяцев там, а после этого отправили его в Курскую НГУ, и там он, получается... А что рассказывали твои родители? Вот это не самое главное, где воевал, там, кем воевал и так далее. На самом деле, это не это главное. Да. Ну, на самом деле, мой дед был танкистом, получается, был наводчик. Ты играешь в World of Tanks? Нет, я не играю в World of Tanks, потому что это, ну, как сказать, нереалистично. Играю просто обычные симуляторы, обычные. Так, как сказать, ну, что сказать. Он, получается, он в Курске формировали 91-ю танковую бригаду. Получается, он в Первом Украинском фронте. Он прошел всю Украину, потом пошел в Европу, потом дошел он до Берлина, потом отправили его в Австрию, и там его, получается, он там демобилизовался. Сам факт того, что ты это знаешь, да, это уже нормально на самом деле. Да, это Виктор? большой плюс. Я сегодня хочу рассказать еще об одном нашем земляке. Это Котельников Леонид Иванович. О нем есть очень много разрозненной информации. Ну, по тем данным, что установили сейчас на данный момент мы, он является нашим земляком, является первым генерал-майором из Якутян. К сожалению, погиб в начале войны. Он возглавлял первую дивизию народного ополчения Ленинского района города Москвы. В этой дивизии он ею руководил, командовал. В этой дивизии также было несколько наших земляков, якутян тоже. Часть из них погибла. К сожалению, есть сведения, что остались в живых несколько участников именно первого состава этой дивизии народного ополчения. Вот в данный момент мы пытаемся также найти информацию о них и предлагаем, если кто-то вот в Якутии у нас есть и у кого-то в домашних архивах хранится данная информация, вполне возможно с ней поделиться, да, обратиться и в отделение ДОСАФ или в общем, найти нас в принципе не так сложно. То есть это получается фактически первый якутянин, который имел генеральское звание. Да? Да, один из, самый первый. Вот мы на данный момент, нашли часть домашнего архива, фотография, да, и в данный момент сейчас ищем, мы уже почти нашли родственников его, установили, кто жена, кто дочка, не все так сложно, не все так просто, не все так быстро.
Работы очень много именно архивной, именно в документах. Как правило, да, очень мало что сохраняется. Ну, факт, что работа ведется. Да, ну, работу, да, мы уже около 3 лет уже эту работу проводим. Ну вот как бы достигли определенных успехов. Ну здесь я просто дополню. 4 октября 1941 года он пропал без вести во время прорыва. И самое странное то, обычно те, кто пропадал без вести, их не награждали. Он был одним из первых награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени в 1942 году. Могила его до сих пор не найдена. Хотя, ну, будем говорить, круг достаточно узкий уже установлен. Да, примерно место. И в этом году планируется поисковая экспедиция именно туда. В этом направлении. И сам факт того, что, помнишь фильм «Офицеры», где встречаются два главных героя, один, скажем так, в сопредельной стране, да? Общая черта биографии, в принципе. Ну, общая черта биографии у нас получается, но это пока наше предположение, что, возможно, он принимал участие в боевых действиях за пределами, тогда, будем говорить, Советского Союза. То есть был военным-интернационалистом? Потому что в 1931 году он получает 3-й орден Красного Знамени. И начали разбираться якобы за события гражданской войны, вот, ориентировочно. То есть довольно-таки запутанная биография нашего земляка. Ну, на данный момент часть архива до сих пор находится под грифом «секретно». То есть мы не можем... Конкретно по данной персоне? Да, да. По архивной работе, можно, да? Да, конечно. Ага. По архивной работе тоже вот это, то, что мы все знаем, да, героев Советского Союза, якутян, 25, ну 26-й год тоже, да, нашли. И сейчас мы хотим увековечить их имена мемориальными досками. И когда нас запросили, в каких школах они учились, даже вот тогда было трудно. Что тогда говорить о том, что, например, поисковый отряд из Красхальжайской школы, который носит имя Героя Советского Союза Федора Матвеевича Хлопкова, они, значит, победили в нашем конкурсе «Будет вечно жить Героев слава» и, значит, были награждены выездом по местам боевой славы своего славного земляка. И, значит, они нашли, еле-еле нашли, где был захоронен двоюродный брат Федора Матвеевича Хлопкова, Василий Дмитриевич Охлопков. Они с ним, вот Федор Матвеевич Охлопков, да, они сражались вместе. Он был номером 2 у пулемета, да, и, значит, в 1942 году погиб, и все считали, что он захоронен в другой деревне. Искали, и в позапрошлом году, слава Богу, пришла весть о том из Тверской области, что он захоронен в селе Бахмутово. И, значит, история еще не закончилась, потому что ребята выехали и искали на букву О и не нашли. Потом, значит, обернулись на букву, значит, после О идет П же, да, и на П. И Охлопка, Х, может быть, места не хватило или что, он был написан на букву П. Нюансов много, да? Да, нюансов много. Давайте примем телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Я вот генерал-майоре Котельникове. Он сам из Алёкминского района, и о нем печатались материалы в Алёкминской районной газете «Алёкма». И Алёкминской, да, газете «Алёкма». И «Знамя октября». Ну, видите... Так что в подшивках районной газеты вы, наверное, можете о нем найти материалы. И еще о нем первым написал краевед Алексеев Иван Петрович. Он живет в Якутске. Вы можете потом на меня выйти, я могу дать вам его телефон. Да, пожалуйста. Сейчас я не могу дать. Спасибо. Видите, как прямой отклик, скажем, получается на ту информацию. Ну, часть этой информации мы читали, да, потому что все, что прошло у нас по республике, информация о нем, практически мы подняли, почитали, да. Но все равно, конечно, могут быть попасться какие-то нюансы, о которых мы вполне не знаем. То есть любая информация, она важна, и мы очень рады, когда вот именно такой отзыв сразу же идет на любые поисковые движения. Я думаю, оно всегда как бы полагается на молву, да, так скажем. Ну,
кто-то где-то что-то услышал, у кого-то что-то сохранилось, кто-то что-то видел. То есть вот так вот по крупинкам всегда все Ну, Котельникова я сейчас добавлю. Уникальный боевой опыт. Он просто, когда вышибали немцев из захваченной деревни, запустил на них трактора ночью. В итоге отбили 5 танков, захватили деревню, отбили колонну автомашин, на автомашинах отправили раненых. На танке ни одного механика-водителя не было, они просто сожгли и пошли дальше на штурм. То есть человек-то уникальный был. И именно во всех характеристиках отмечено, это начиная с 20-х годов, вот то, что характеристики на него попадались в архивах. Может воевать тракторами, да? Нет. Ну, что-то типа такого. Если он брал отстающий батальон, через год батальон стал передовой, полк передовой. То есть, где бы ни находился, довольно мощную делал работу. Боевую организацию, да. И все-таки подрастающему поколению, давайте я хотел бы, она так робко попросила, можно я вас перебью? Просто тоже хотела сказать вот о поисковой деятельности, да, то, что архивная деятельность проводится не только вот в более старшем поколении, а также мы, подростки, тоже проводим поисковую деятельность также в архивах. И, допустим, вот у нас школа, у нас не было истории именно Великой Отечественной войне, то есть год Великой Отечественной войны, история это вообще как бы ее нету, то есть даны определенные года, когда были директора, а что вот с ними случилось потом, почему они так вот, у нас было вот практически так, то, что в полгода они менялись очень часто. И вот мы хотели, вот, допустим, я делала проект, вот именно в это время я искала вот именно в архиве документы обо всем этом, и мы находили вот именно приказы о том, что этих директоров забирали вот на военно-учебные сборы, и то есть они отправлялись, и потом уже никто не возвращался, вот у нас максимум вернулось вот человек 2 точно у нас вернулось, вот допустим, у нас был Журавлев, также он вернулся. И то есть вот их забирали, вот мы находили именно эту информацию. И также вот мы нашли чисто случайно, вот я наткнулась на удостоверение, которое было написано, что наша школа также собирала деньги на танковую колонну. То есть даже наша школа, каждый ученик приносил сколько он может, именно на вот, так скажем, строительство этой танковой колонны, чтобы мы приблизились еще больше к победе. То есть фактически каждый человек принял участие, можно сказать, вот в этом ходе в этой войны. На зорницу бы этих детей, а? Евгения Анатольевна, как вы считаете? Ну, да, хорошие мысли, хорошие. Хорошие Надо мысли. подумать. Нет, очень жалко, что нет ни аналогов, ни чего-то подобного в теперешнее время. Региональное отделение ДСААФ Республики Саха-Якутия сейчас возрождает все такие мероприятия. Проводятся военно-патриотические слеты молодежи по мотивам игры «Зорница». Сейчас в мае месяце у нас совместно с Россоюз молодежи планируется военно-полевая игра «Победа», тоже по мотивам игры «Зорница». И также всех желающих приглашаем на наши военно-полевые сборы, которые должны пройти ориентировочно в сентябре месяце. Это уже 3-й военно-полевые сборы. Реконструкторские, скажем так, игры? Реконструкторские игры у нас тоже периодически проводятся, но это уже, вот я передам слово нашему Виктору Иванову. Он более у нас за реконструкторские игры отвечает. Ну, Виктор, наверное, мы сразу после рекламной паузы, которая, как опять меня заранее чуть предупредили, да, но все-таки явление такое уникальное. Может быть, на Западе оно же массовый характер Сложно имеет. у нас, да. Да, на западе нашей страны. Массовый характер вообще 8 имеет. у нас страйкболисты открывают сезон. 8 мая страйкболисты открывают сезон. И именно посвящена афганским событиям. На базе полуразрушенной воинской части. Это самое, я считаю, мощное такое подразделение. Уходим на рекламу. Рекламная пауза прямо сейчас на канале НУК Саха. А ваши сейчас же участвуют. Мы продолжаем про патриотизм во всех ее аспектах и в составе детского движения. Кстати, вот участница детского движения республиканского Катя Козлова, которая вначале застеснялась, все-таки нашла в себе силы. Я хотела бы добавить, что наша патриотическая работа и историческая краеведческая, да, началась еще в 2009-2010 году, когда мы участвовали в конкурсе «Аллея славы» и случайно наткнулись на имя Дениса Хрисанфовича Скрябина. Мы решили поднять документы в нашем музее, нам помогла Чвала Галина Иннокентьевна, и этот человек оказался нашим первым директором, который преобразовал начальную школу в неполную среднюю, ну то есть по тем годам это школа-семилетка. Он проработал на этом посту всего лишь 2 года и потом ушел на фронт добровольно, хотя он мог остаться и работать в тылу, и у него была бронь, но он ушел добровольно на фронт, проработал с 1941 по 1944 снайпером в 63-м стрелковом полку.
И потом участвовал в прорыве 900-дневной блокады Ленинграда. Там же был ранен и потом в госпитале уже Ты погиб. не заученно вот это говоришь, как Козлова? Нет. Дело в том, что является экскурсоводом в музее, и поэтому он эту информацию знает на зубок. Отлично, хорошо. Далее... Твердая пятерка, скажем так. Еще хочешь сказать? Да, мы вот недавно, точнее до этого у нас было имя как бы и отчество было исковеркано, и мы решили поехать именно на то место, где он захоронен. И на Аллее Славы мы нашли вот маленькую строчку, на которой было написано его, то есть отчество, имя и фамилия. В апреле, получается, этого года, в начале апреля, мы поехали в село Бютидях, он закончил там школу, и хотели побольше узнать о их семье. То есть мы очень много узнали о их династии, узнали вообще о самом поселке, узнали о Денисе Хрисанфовиче. Вот так. Это и есть, наверное, конечная цель подобной деятельности, наверное. Я бы хотела добавить, что дело в том, что у нас в школе есть прекрасный танцевальный коллектив. Последние танцы, которые были поставлены, они все на Великую Отечественную войну. Есть один прекрасный танец «А зори здесь тихие», где танцуют девочки, и этот танец очень любим жителями поселка и самими девчонками. Они вот так упоительно танцуют, проникновенно. Вот Катя, кстати, мы представляли его на конкурсе в городе. Очень. И он действительно трогает душу. Как они его исполняют, с какой отдачей, сколько они влаживают туда эмоций, силы, хотят рассказать о этой маленькой истории каждого человека, маленькой вот этих девочек, которые были на фронте. Это очень действительно дорогого стоит, я думаю, что вот это и есть патриотизм. Это еще одна, скажем так, сторона через искусство уже, да? Повышение патриотизма. Так, а теперь можно я добавлю? Мы уже традиционно 3-й год дружим с заслуженным артистом Александром Порфирьевичем Самсоновым. И вот нынче он тоже традиционно был у нас 23 февраля. Верите, не верите, ребята вместе с ним пели песни военные. Вот он по-якутски поет, по-русски поет, а они подпевали ему. И ему это бесконечно понравилось. Ну, это же тоже один из видов патриотизма человеческого. Конечно. Молодежи. Просто человеческий, душевный, скажем так, да? Они так его хорошо встречали, фотографировались. Мы даже ему такое благодарственное письмо напечатали со всеми фотографиями, с отзывами ребята подарили. Отлично. Ну вот так же, как вот и душой передают патриотизм, вот, я думаю, не только душой надо передавать патриотизм, и научным тоже надо передавать. Система профессионального образования, да, вот. Давай без этой системы профессионального образования. Нет, не система, а вот просто у нас мы проводим шаг в будущую профессию. Каждый год в декабре проходит шаг «Будущая профессия», где есть специальная секция «История Якутии», там, где студенты пишут доклады свои, ведут поисковые работы именно по патриотизму, о их дедов, бабов. И это тоже как бы патриотизм, потому что это тоже поисковая работа очень большая идет, потому что надо найти это, потом после этого это все надо сложить и сделать один целый доклад. Вот. Я думаю, это, если с научной точки зрения взять, это тоже большая работа идет. Все-таки давайте обратимся к Виктору Иванову. Вот реконструкторское движение, многие его ругают, да, и в связи с Гиркиным, да со многими явлениями, да? Не, тут же важен подход к чему. Если ты идешь занимаешься реконструкцией, как вот чисто вот, там, одеться красиво, там, выйти на праздники, там, кстати, вот, Виктор, вы заметили, что молодежь атрибутику Великой Отечественной войны с удовольствием не то что выряжается, да, она надевает, она примеряет на себя. Это последние годы. Старается вникнуть, вжиться. Несколько последних лет это, может быть, так пошло. На волне общего патриотизма. Да, общего, да. А вот серьезно к этому очень мало людей относятся. Это же надо не просто, что вот, если посмотреть, многие же так вот, примерно так, гимнастерка, примерно там та пилотка. Там на Западе у них вот реконструкторское движение развито очень сильно, и вот я ездил, у меня сын там тоже участвовал, да, в нескольких мероприятиях, то есть там очень к этому относятся досконально, и буквально должна быть каждая там пуговичка, каждая звездочка на своем месте, и даже вплоть до того, что материя максимально подбирается, да, а у нас это так, в упрощенном виде, вот общий вид создали, все, праздник 9 мая отошел, все там на полочку сложили, и все, а на самом деле это же работа тоже идет, это надо
периоды ношения этой формы, уставные, значит, все правила, да, по уставу, как все это носится, одевается. То есть. Ну, у нас Виктор является, кроме этого, руководителем военно-исторического клуба РККА, это рабоче-крестьянская Красная Армия. Ребятишки с 13 до 18 лет, то есть, кроме того, что они изучают, ходят в форме, разбирают оружие, причем с закрытыми глазами, оружие именно 40-х, 50-х, вот такого периода. Есть свой БТР первый. И в этом году планируем создание именно на базе этого клуба лагеря реконструкторов. Или Якутская национальная военная школа будет, или 40-й год. Вот приглашаем всех желающих. Где-то Также хочу добавить то, что все, кто хочет на практике заняться поисковым движением, то есть не только рыться в архивах и не только проводить опросы, а действительно почувствовать, как вы сказали, романтику и, как я сказал, идею, приглашаю всех тоже к нам в клуб «Отважный». Будем вместе искать самолеты и, как говорится, нести все тягости решения поисковой деятельности. Еще одно направление, вот, кстати, я тоже занимался, когда совместно с матерью готовили книгу, да, есть у нас один родственник, который... Была здесь начальная летная школа, да, предвоенные годы. Была. 30-е годы, да, то есть, да, Савияхима, о которой, в принципе, достаточно мало материалов, и между тем оттуда вышли первые летчики из числа якутян. В принципе, тоже еще не освоенные, мало, скажем, изученные направления, которые могли бы порекомендовать всем, скажем так. По работе именно по Асавиахиму в советские годы в Якутии как раз-таки вот ведется параллельно вместе с Якутской национальной военной школой. То есть они тесно переплетаются. И, соответственно, когда ведем работу именно по Якутской национальной военной школе и про родителю ДСАФа, это Асавиахима, то некоторая информация как раз-таки всплывает. Она вся обобщается, систематизируется, и также в ДСАФе находится музей Алсиба и музей боевой славы. То есть вся вот такая информация, которая более-менее обобщена и которая действительно нашла подтверждение, она выставляется в этом музее. Приходите, все данные открыты. И насчет технических все-таки видов спорта, да, вот, которые очень тесно соприкасаются с, может быть, с реконструкторским движением. Все-таки, Сергей Георгиевич, что вам сказал глава республики, когда восседал с вами рядом за рулем газик? Егор Афанасьевич сказал, что будет ДСАФу именно оказана необходимая поддержка. Ну, ДСАФ будет дальше развиваться. Все-таки 90 лет ДСАФу исполнится 27 января следующего года. А здесь вот именно хочу еще раз остановиться по планерному клубу. Мы планируем 9 мая в этом году запустить большую копию самолета По-2, размах крыльев 2.30 и сама модель 2.10. Сейчас ребята облетывают ее, то есть модель полетит. Если добьемся разрешения, она полетит на площади Победы. Двигатель дымит, сидят два пилота, ну, настоящий боевой самолетик. И он, то есть, не висит, а натурально летает. Причем выполняет фигуры высшего пилотажа. А мы хотим пригласить вот, ребят школ города Якутска к себе в музей. Дело в том, что у нас есть прекрасная выставка. Что это за выставка? Она уникальная. Мы в прошлом году нас пригласили на озеро Ильмень, постоянно представитель Республики Саха-Якутия, нашу группу пригласила вот в связи с именем Дениса Хрисатовича Скрябина. И когда мы побывали в музеях города Новгородской области, мы увидели, что там очень много экспонатов, которые собраны с поля боя. Это каски немецкие, русских солдат, осколки снарядов. И тогда вот пришла в голову мысль о том, что у нас таких экспонатов нет. И мы попросили, обратились с просьбой для того, чтобы нам помогли. И нам такую посылку доставили. У нас такая посылка теперь, у нас такие экспонаты есть. И мы приглашаем ребят в наш музей. Мы проведем экскурсию, познакомим, они посмотрят. Увидим. И экскурсию будет вести Катя Козлова. Да? И Алина тоже. Посылка состоит. Хорошо. Я на самом деле считаю, что да, все вот это поисковое патриотическое движение по всей стране, оно тесно переплетено, без помощи с отдельных регионов, которые западнее находятся и так далее. Всю ту огромный пласт работы, ну, не под силу было бы вынести. И всех с наступающим Днем Победы, всех участников нашего сегодняшнего разговора. Прошу прощения за те, скажем так, провокационные моменты, которые я допускал в начале. На самом деле Сергей Георгиевич не даст соврать, патриотичнее меня человека. Да. Увидимся на следующих выпусках программы «Не пропусти главное». С Днем наступающим Победы!